Я сейчас помогаю разобраться в одном деле, где человеку за то, что он смотрел российские каналы на вот этой вот запрещенной законом установке, грозит штраф в 700 евро. Кстати, имейте в виду, 700 европейских рублей, как говорит Миша Лавренов. Просто, может быть, кому-то актуально. Так вот, в этом деле есть потрясающая деталь. Там зафиксирован прям в материалах дела разговор, когда по телефону клиент звонит мастеру и просит там настроить вот эту вот установку, которая ловит эти запрещенные законом каналы. И можете себе представить, этот разговор ведется на латышском языке. Tas ir tik mīļi, tagad divi latvieši saņem sodus par to, ka viens ierīko, bet otrs skatās Krievijas kanālus. Tas viss parāda vien to, cik atrauti no realitātes ir to likumu autori, kuri visu to izdomā. Jo cilvēki vienkārši grib skatīties kvalitatīvu saturu, koncertus, šovus. Tajā gadījumā, kur es esmu tagad iesaistīta, tur sieviete skatījās raidījumus par veselību. Tas nozīmē vien to, ka visi, gan krievi, gan латвийши, vienkārši grib квалитативus раидиумус. Но у нас почему-то и свои такие же классные не научились делать, но и чужие запретили. А вот на этом самом российском ТВ там иногда используют такую поговорку, использовали, когда я его смотрела, давно не смотрю, естественно, запрещено. Так вот, русские говорят, сам не ам и другим не дам. У нас на рынке, кстати, продается классная приправа, так и называется, для кофе и чая. Там перец, корица, всякое очень-очень вкусно. Особенно вот сейчас, когда такая промозглая погода.